утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Сахав». Это «Утро пятницы». Я сегодня единственная ведущая. Зовут меня Полина Долинская. На календаре у нас наконец-то пятница. Последний рабочий день, друзья. И сегодня мы узнаем, как правильно выстраивать отношения, крепко дружить и не чувствовать себя одиноким. Также нам расскажут секреты вкусного сэндвича на завтрак. Увидим самые мистические места Амгинского улуса. Посмотрим на новый сквер в городе Нерюнгри и завершим эфир музыкой на крыше. Друзья, давайте создавать этот эфир вместе. Мы работаем для вас в прямом эфире. Номер нашего WhatsApp номера 8 914 273 44 88. Друзья, сегодня мы ждем фотографии ваших четвероногих друзей. Кошки – это собаки, хомячки. Отправляйте, как вы с ними встречаете утро. Мы обязательно покажем их в нашем прямом эфире. Ну а также, друзья, напоминаем, что у нас есть страничка в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы предстоящих программ. Друзья, в общем, давайте повышать активность друг друга и создавать друг другу настроение. Ну а прежде чем выходить из дома, давайте узнаем, что же нам брать – зонтик или все-таки крем от загара. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 6-15 градусов со знаком плюс. В заречной группе от 10 до 14. В южных сегодня холоднее в Алдане. 5 градусов показал столбик термометра, в Нерюнгре плюс 9. В Вилюйской группе от 5 до 10 градусов, а в Нижнеленских от 10 до 15. В западных сегодня холоднее в Ленске 8 градусов и 11 в Мирном и Алекминске. В Колымо-Индигирской группе улусов прохладно. 2 градуса в Среднеколымске и 7 градусов на Белой горе. В Янских от 7 до 9, на северо-западе от 9 до 15. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 14 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный дует со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают нам день без осадков. Ветер восточный с порывами от 4 до 9 метров. Температура воздуха днем 23-25 градусов тепла. Узнав новости о погоде, давайте, друзья, узнаем, что же происходит в мире и республике. К нам присоединяется наш новостной обозреватель с последними свежими новостями. Якутия, доброе утро. Вашему вниманию блок новостей. Специалисты установили, что у пожилых людей после ковида вырабатывается больше антител, чем у молодых. При этом тяжесть заболевания также влияет на количество антител, сообщили в лабораторной службе «Хеликс». Эксперты выяснили, что у мужчин и женщин уровень антител в крови меняется по-разному. Если у мужчин он достигает пика через 45 суток после заражения и начинает снижаться после 60 суток, то у женщин концентрация антител постепенно нарастает до 60 суток. Причем наблюдается и дальнейшее значительное увеличение их уровня вплоть до 180 суток. Между тем, коэффициент распространения коронавируса в России держится ниже единицы 10 дней подряд. Показатель меньше единицы остается в половине из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Москве он равен 0,76, в Подмосковье 0,85, в Санкт-Петербурге, Иркутской области и Красноярском крае 0,99. Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Переносимся в Якутию. Сельхозпредприятиям рекомендовали заготовить недостающий объем сена в пределах республики. Такую задачу поставил Исен Николаев. Руководитель региона подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на территории нескольких районов из-за засухи, нанесшей урон сенокосной компании. Районным оперштабам поручили максимально освоить все имеющиеся сенокосные угодья, в том числе в труднодоступных участках и на островах. Первый снег и морозы зафиксировали в Магаданской области. Ночная температура воздуха в некоторых районах региона составила -3, -4 градуса. Снег ночью выпал местами в северной части региона. В некоторые районы уже пришли первые заморозки.
При этом жители других регионов Дальнего Востока, особенно Приморья и Сахалинской области, в этом году страдают от аномальной продолжительной жары при высокой влажности. А 25% россиян хотели бы переехать в другой регион страны. Среди тех, кто хочет сменить место жительства, 19% планируют переехать в течение 1-2 лет, 25% в течение 3-5 лет, 7% в течение 6-9 лет. Такие данные опубликованы Всероссийским центром изучения общественного мнения. Среди частых причин переезда опрошенные назвали более высокий уровень жизни, возможности найти работу, более хороший климат, возможность быть ближе к родственникам и экологию. К этой минуте у меня все. Увидимся чуть позже. Наконец-то наступила пятница, и многие уже планируют, как проведут свои выходные. Обычно это бывают какие-то посиделки с друзьями и семьей. Очень хорошо, когда у вас верные и надежные друзья, с которыми можно разделить и радости, и горе. Сегодня на календаре 30 июля отмечают Международный день дружбы. Ну а какие еще даты и события выходят на сегодняшнюю дату, мы узнаем в нашей постоянной рубрике. На календаре 30 июля. Сегодня отмечают День тестя и свекра, День информаторов, День чизкейка. Также сегодня отмечают Международный день дружбы. Праздник, направленный на укрепление взаимоотношений между людьми. Цель – напомнить о важности дружеских отношений между людьми, целыми культурами, государствами и нациями. Из профессиональных праздников сегодня День системного администратора. Профессиональный праздник работников, которые имеют отношение к системному администрированию, управлению базами данных. Торжество также считают своим студенты, выпускники и преподаватели профессиональных учебных заведений. По народному календарю в эту дату чтут память великомученицы Марины Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского. В этот праздник принято обращаться к святой Марине с просьбами избавить от болезней и защитить поля от молний. В этот день и 2 последующих наблюдают за погодой. По ней предсказывают, какой будет осень. Гроза предрекает частые дожди осенью. События в этот день. В 1021 году на Руси освящен храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба, первых святых на Руси. В 1907 году в Москве начал функционировать первый автобус. В 1950 году в Ленинграде открыт Приморский парк Победы и стадион имени Кирова. В 1984 году на телеканале NBC начался показ сериала «Санта-Барбара». В этот день родились Джорджио Вазари, итальянский живописец, архитектор и писатель эпохи марьянизма. Серафим Саровский, великий подвижник Русской Православной Церкви и чудотворец. Генри Форд родился в 1863 году, американский промышленник, основатель компании Ford. В 1947 году родился Арнольд Шварценеггер, американский актер, культурист, бизнесмен и политический деятель. Именины в этот день отмечают Леонид, Марина, Маргарита, Вероника. «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей», гласит народная мудрость. Так как сегодня Международный день дружбы, мы решили узнать у наших горожан, какие еще пословицы и поговорки о дружбе они знают. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. С пеленок есть один друг, Петр зовут. Сильно выручает, допустим, когда какая-то обычная сложная ситуация. Просто даже чисто морально приходишь к нему, говоришь, вот так-то и так-то. Он говорит, и помогает. То есть, и также я его спасаю в его сложные моменты. Друг познается в беде. У меня есть подруга, она очень веселая, добрая, всегда позитивно смотрит на вещи. И это мне всегда очень нравится в ней. А как ее зовут? Вероника. И сколько вы знакомы? 5 лет. Например, у меня подруга, мы уже очень долго дружим, с 5 класса. До сих пор, как не разлей вода, можно так сказать. А как ее зовут? Настя. Павел Ус, он сейчас живет в Благовещенске, приезжал на днях, и мы вместе очень дружно праздновали 35 лет, как поступили, и 30 лет, как окончили Якутский государственный университет, исторический факультет. Очень такой креативный. Когда болеешь, когда скучно, все равно что-то, рядом кто-то должен быть. Это
подруги. Оксана есть, и Оля, и Таня, и Наташа. Очень много друзей. И советы дают, и общение, и отдых. Ну, много чего. Дружба – это как без дружбы жить? Умеют ли дружить современные люди и как пандемия внесла свои коррективы на привычный уклад и дружбу нашего современного мира? Сегодня мы узнаем об этом, поговорим с нашей гостьей Леной Авелевой. Доброе утро. Здравствуйте. Вот расскажите, что вообще такое дружба, кого действительно можно считать другом и есть ли какое-то определение этого понятия в психологии? Вчера посмотрела, полистала. И утвердилась в таком понимании, что да, действительно совпадает с тем, что чувствую я. Друзья – это те люди, с которыми есть у нас общие интересы, те, которые близки по духу и с которыми есть какие-то общие, может быть, проекты, да, но это не всегда так. Иногда можно не видеть друзей годами. Есть друзья, которые живут не рядом с нами, например, уехали, но ты знаешь, что у тебя есть друг, и тебе очень хорошо на душе от того, что ты знаешь, помнишь и иногда имеешь возможность с ним пообщаться. У меня наверное, на личном опыте такая история, что повзрослев, да, там друзья школьные, они все равно остаются больше на воспоминаниях, и уже став взрослее, круг друзей формируется уже в основном из коллег. Так ли это? Бывает по-разному. У меня, например, подруга, с которой мы дружим прям с раннего детства, с 2-3 лет. Сегодня она будет здесь в студии. Ее зовут Ира. Но это дружба длиною полвека, даже так можно это сказать. внушительный такой уже срок. Да. А вот вообще, как вы считаете, вот в нынешнее наше современное социальное и мобильное время одиночество стало больше? Да. Вот, учитывая события последних лет, так скажем, да, в нашей жизни появился коронавирус, люди стали закрываться, жить уединенно, не общаться друг с другом, да. Я сама по специальности психолог, я встречаюсь очень часто с тем, что проблема одиночества, она стоит остро на сегодняшний день, да. Люди закрываются, имеют очень много страхов. Но для меня, например, вот коронавирус, он какую-то другую совсем сторону в жизни открыл. Какую? Например, о том, что жизнь нельзя откладывать на потом. Если человек что-то хочет, нужно это осуществлять. Нужно идти к своим... Переоценка ценностей. Да, переоценка ценностей. Да? Нужно идти к своим каким-то мечтам, может быть, которые когда-то были, но ты так и не нашел время для их осуществления. Да? В общем, время проводить интересно, с пользой для себя и для окружающих. Вот на сегодняшний день есть даже такой термин, как публичное одиночество. То есть насколько сейчас возможно реально, то есть найти тех самых верных друзей? Друзей можно найти в любом возрасте. Вот вы правильно сказали о том, что в школьные годы это одни друзья, в студенческие годы это могут быть другие друзья, да. И друзья, они появляются в любом возрасте у человека. Например, если говорить опять обо мне, то я очень общительный человек, меня всегда окружают люди. И осенью этого года я создала группу, которая называется «Идущие за солнцем». Мы, «Идущие за солнцем» – группа, цель которой, объединяются люди, которые хотят вместе интересно провести выходной день. Вот давайте как раз-таки об этом проекте с вами и поговорим. Вот расскажите о нем подробно, как люди находят то самое общение, как они на вас уходят. Вообще дружба – это навык или это талант? Умение дружить? Ну, можно сказать, и навык, да. В самом начале я сказала, что это люди, которых объединяет общее дело, общий интерес, да. Это возможность общения. Вот общение – это, очень ценное, то, что сегодня мы имеем, да. Вот есть такое выражение «роскошь общения». Да? Экзюпери, по-моему, сказал, да, что
Вот есть у него вот такое выражение, да, роскошь общения. И вот группа, которая была создана осенью, она начала свою работу с 3 человек. Ну, мы просто объединились и подумали, что как-то надо интересно проводить выходные, да. И на сегодняшний день нас около 60 человек, группа открыта. Мы освещаем, значит, наши прогулки в Инстаграм, есть, значит, аккаунт. И нас можно найти по хэштегу «Идущие за солнцем ЕКТ», прогулки выходного дня ЕКТ. И люди, которые, значит, тоже имеют такой же интерес. Вот мы часто выходим на природу, окрестности нашего любимого города мы обошли со всех сторон. Сейчас уже за пределы города выезжаем на отдых. Просто видят и просят включить в группу. Очень много талантливых, творческих людей. То есть каждый человек это, как бриллиант, я бы сказала, имеет какие-то свои способности, интересы. Вот я посмотрела со стороны, много творческих людей в нашей группе. Те же самые творческие люди, они считают себя людьми общительными. Одно дело не иметь вот каких-то барьеров, там, внутренних страхов для того, чтобы с человеком познакомиться, а как дальше поддерживать это отношение друг с другом, коммуникации, именно чтобы это переросло в ту самую крепкую дружбу. Есть ли какие-то приемы, какие-то методы, секреты, может? Каких-то специальных таких прям приемов нет, да. Задача такая стоит, что человек свободен в своем выборе, каждый человек, и ищет именно такую среду, где ему комфортно, душевно, где, значит, его примут. Иногда он может просто помолчать рядом, ни о чем не говорить, но и быть вместе со всеми, и это тоже хорошо. То есть там нет какой-то такой общей сверхзадачи, но тем не менее, само собой так получается, что есть у нас уже свой логотип разработанный. Вот как раз моей подругой Ириной, она художник-дизайнер, да. Есть у нас своя песня, гимн группы. Вот я знаю, что вы с подругами сегодня пришли. Да. Вот одна из них, Аня, как раз это человек, который появился в моей жизни года 1,5. И, Давайте тогда пригласим ваших подруг, потому что я видела за кулисами, что вы подошли, и гитару с собой взяли, и там что-то вы приготовили нам интересное, так что... Да, сегодня мы споем песню. Сегодня вы номер подготовили? Да. Замечательно. Вот, пожалуйста, проходите. Ирина и Анна. Да. Доброе утро. Доброе утро. Могли бы вы представить своих подруг? Это Ира, подруга, с которой нас Подруга объединяет. детства, с которой вы около 50 лет, да? Да, дружим. Подруга детства, да. Это Аня, Анна. Мы дружим года 1,5. Чуть меньше, скажем. Чуть меньше. Чуть меньше, но у вас все еще впереди. Вы подготовили номер? Да. Все, мы вас просим. Анечка. Пожалуйста, вы можете присесть, если вам будет удобно. Спасибо. Что это будет за песня? Аня? Мы хотим сегодня всем подарить песню как раз в тему дня, да, в тему передачи, которая называется «Ты да я, да мы с тобой». Это совершенно такая всем известная, популярная песня. Она из старого фильма, 80-й год, называется, детский фильм «Тихие троечники» называется. Я думаю, поэтому... Мы вас просим. Да, я думаю, что все нам будут подпевать. Да, друзья, обязательно подпевайте, пожалуйста. Сделайте громче свои телевизоры, свои телефоны, на чем вы смотрите нашу программу. И, конечно же, подпевайте, друзья, и настраивайтесь на хорошее пятничное настроение. Ты да я, да мы с тобой, ты да я, да мы с тобой. Здорово, когда на свете есть друзья. Если б жили все в одиночку, то уже давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля. Если б жили все в одиночку, то уже давно на кусочки
развалилась бы, наверное, земля. Ты да я да мы с тобой, ты да я да мы с тобой. Землю обойдем, потом махнем на Марс. Даже у оранжевой речки там уже грустят человечки от того, что слишком долго нету нас. Может, у оранжевой речки там уже грустят человечки от того, что слишком долго нету нас. Ты да я да мы с тобой, ты да я да мы с тобой. Нас не разлучит ничто и никогда. Даже если мы расстаемся, дружба все равно остается. Дружба остается с нами навсегда. Даже если мы расстаемся, дружба все равно остается. Дружба остается с нами навсегда. Ты да я да мы с тобой, ты да я да мы с тобой, ты да я да мы с тобой. У меня прям мурашки вот по коже. И действительно, друзья, большое вам спасибо за то, что вы скрасили наше утро, задали настроение. Я желаю вам дружить еще больше. Я желаю вашему проекту развития, а нашему проекту, нашим телезрителям я желаю также дружить долгие годы и вместе по жизни с верными друзьями идти навстречу радости и новому дню. Ну и всем известно, что домашние животные всегда могут скрасить то самое одиночество. И домашние животные могут быть разные. У кого-то это кошки, у кого-то собачки, у кого-то хомячки. У нашего следующего гостя, у нашего следующего участника сюжета, главного героя, и лучший друг сурикат. Внимание на экраны. В столице Якутии, в обычной квартире обычной многоэтажки, с комфортом проживает коренной обитатель пустыни Калахари сурикат по кличке Сурик. Почти 3,5 года назад Сурика привезли в холодную Якутию, где он и обосновался. Просто однажды его хозяин Дмитрий увидел в зоопарке суриката и понял – это питомец его мечты. Благо, несмотря на заморское происхождение, в еде и быту сурикаты не особо прихотливы. Так, что он кушает? Кушают, конечно, в него в воле-то они как раз кобр, они кушают скорпионов. Ну, я вам скорпионов брал пару раз в наших зоомагазинах. Бизнес-ланч получается маленечко дорогой такой. Ну и наблюдать очень было интересно, как он с ним справляется. Очень любят куриные субпродукты, это куриные желудки, куриные сердца. Очень сильно они их любят. Очень любят морковку. И, кстати, вот по мясу заметил, они же хищники, но по мясу они, вот что, ну, он любит свинину. Вот я думаю, сейчас как бы, вот, исходя из этого мультика, немного другой расклад был бы уже вообще полностью. Там Пумбе было бы очень нехорошо от Сурикена. Сурик, любишь сыр? Любишь сыр, любишь сыр, любишь сыр, любишь сыр. Забирай. Ты молодец. Кушай. Просыпается очень рано, это 5-6 утра, и ложатся спать, допустим, мой ложится спать в 8-9 вечера. Чем это обусловлено? Это пустыня Калахари, и там как бы правит природа, правят законы природы. То бишь, если как бы ты не лег спать в норку в 8 вечера, у тебя большая вероятность просто быть съеденным либо гиеной, либо змеями, либо другими хищниками. Они живут где-то 5-7 лет, если 7 лет прожил счастливчик на воле в Калахари. В неволе они могут жить до 15 лет. По уходу они практически не пахнут. Ну, при условии, допустим, если их мыть, их раз в месяц моешь, допустим, обычным шампунем, даже не зоошампунем, обычным шампунем их мою. Есть момент то, что у них вот это как бы когти, но это то же самое, это продолжение пальцев. Они ими копают. И я сразу говорю, если собрались заводить суриката, ни в коем случае не заводите дома цветы.
потому что он просто этот горшок выроет моментально. Они как кошки, провода они не грызут, обои они не рвут, ни в коем случае. Был опыт, ну, единственное, что да, они там цветы вырывают, вот это может быть у них, да, и они проверяют вообще все на прочность. Допустим, если у вас только что свежий ремонт, вы можете смело запускать сурикаты и смело проверите, как у вас там приклеили плинтуса, как прикрутили, потому что как бы если их плохо прикрутили, он просто их отдерет. Но у него копающая есть такая штука, что он зацепил, он за собой дергает. Если это плохо приклеено, значит это отвалилось. Но в отличие от кошек, которые сами по себе как бы сур тебя воспринимает, ну, многие говорят, что возьми второго, потому что ему будет скучно. Но нет, сур тебя воспринимает уже как второго суриката, именно не как хозяина, а как второго суриката, то бишь одноклановца. Забавные сурикаты легко идут на контакт с детьми и могут стать практически членами семьи. Самое главное помнить, сурикаты, как и прочие животные, это живые существа, а не игрушка на пару дней. Ну что, друзья, мы уже убедились, что домашние животные могут быть у всех разные. Каждый выбирает по своим интересам и по своим личным предпочтениям. И прямо сейчас к нам люди активно отправляют своих питомцев. Телезрители, отправляйте, пожалуйста. Нам очень интересно узнать, кто же у вас живет. По номеру нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. Прямо сейчас вы можете посмотреть на наши экраны и увидеть тех самых прекрасных котов. Вот первый котик, видимо, только проснулся, зевает, но настроение, я думаю, у него отличное, тоже настраивается на пятницу. Следующая фотография – это просто доза умиления, которая необходима всем. Такой маленький котеночек. Следующая фотография – это вот такая вот сиамская кошечка. Видно, что она очень гордая, что она очень такая своеобразная. И как же нам обойтись без друга человека? Нам отправляют фотографии своих собачек. Вот они прям. Видно, что дружат и собачки, и кошки друг с другом. Друзья, мы предлагаем вам участвовать в нашем интерактиве. Продолжайте отправлять свои фотографии своих домашних питомцев. А если же у вас их нет, если нет рядом с вами того самого лающего щенка, который по утрам будет вас будить и отводить на прогулку, друзья, мы предлагаем вам взбодриться следующим образом. Делайте зарядку вместе с нашими тренерами. Всем привет! Меня зовут Мария, и я фитнес-тренер. Сегодня мы с вами проведем утреннюю зарядку на все тело. Итак, начнем. Первое упражнение у нас с вами конькобежец. Стопы ставим шире плеч и передвигаемся влево, вправо. На вдохе подъем делаем, на выдохе опускание. Отлично. Переходим ко второму упражнению. Второе упражнение у нас с вами будет. Следующее упражнение – подтягивание коленей в упоре. Встаньте в упор и на выдох подтяните колено к корпусу. На вдох вернитесь в исходное положение. Это упражнение выполняем 45 секунд. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение – выпрямление ноги и руки в упоре. Встаем в упор. И одновременно поднимаем правую ручку и противоположную ножку. На выдохе. Делаем медленно. Выполняем 45 секунд. Закончили. Переходим к следующему упражнению. Называется Jumping Jack. Мы должны в прыжке поставить стопы шире плеч и сделать хлопок руками над головой. Поехали. Также выполняем 35 секунд. Упражнение довольно энергозатратное. Не торопимся, делаем в своем темпе. Закончили. Фух. Следующее упражнение у нас с вами выпады с подъемом бедра вверх. Мы с вами встаем ровненько, пресс напряжен. И назад отшагиваем ножку. Возвращаемся и поднимаем бедро вверх.
Выполняем каждой ногой по 35 секунд также. Вверх. Делаем в своем темпе, не торопимся. Кстати, девочки, выпады – это то самое упражнение, которое очень хорошо прорабатывает нашу ягодичную мышцу и заднюю поверхность бедра. Закончили. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение называется подвижная планка. Мы с вами встаем в планку. И наша задача встать и выпрямить ручки на выдохе. На вдохе возвращаемся в исходное положение и повторяем. И таких у нас 45 секунд. Фух. На этом наша с вами утренняя тренировка закончена. Всем желаю хорошего дня и настроения. Всем пока! После хорошей зарядки важно хорошо подкрепиться. А что же приготовить такого вкусного и необычного, мы узнаем в нашей следующей рубрике «Полезный завтрак». Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Денис Мифтахов. Я шеф-повар Ринабо. Сегодня мы будем готовить на завтрак наш любимый сэндвич с ветчиной, пропитанный в яйце, сливках, соусом сырным на основе бешамель. Итак, для этого мы берем тостовый хлеб. Можно купить в магазине тостовый хлеб, мы делаем сами, это по японской технологии. Дальше я беру кубанская ветчина, соус бешамель, это основа молоко, масло, мука, мускатный орех. Одно яйцо, сливки, сыр голландский и все. Ну и украшения: микрозелень, земля. Так, итак, поехали. Мы выбиваем яйцо, добавляем сливки. Немножко соли, буквально щепоточку. И пропитываем наш хлеб. Хорошенько. Так, включаем плиту. Немного масла растительного. Итак, тост наш впитал в себя все яйцо со сливками. Тоже на среднем огне, чтобы ничего не горело. Поджариваем тостики. Это у нас готово. Далее мы ставим соус. Можно дома делать заготовку. Масло нагрели сливочное, добавили муку, немножко попассеровали, добавили молока постепенно и венчиком взбиваете. Получается такое, как киселеобразная такая масса. Все, это получается база всех соусов. Вот. И на основе него можно добавить чуть туда соли и мускатного ореха. Вот. Мы здесь сюда добавим, его прогреваем. Обязательно это на кухне, да, вода, живительная влага. Если что-то там вдруг загустело, чуть-чуть водички чистой. Добавляю сюда сыр голландский. Там кипятить не надо его, ничего, он просто прогреваем. Сыр растапливаем на маленьком огне. Все, кладем сюда ветчину, тоже прогреть ее, чтобы она не холодная была у нас. 2 ломтика таких хватит достаточно. Буквально грамм 60. Все. И выкладываем наше блюдо. Так, это оставим на украшение, наверное. То есть наверх. Так, кладем тост. На него выкладываем ветчину. Заливаем все соусом. Сверху кладем второй. Вот так вот, чтобы все текло, сочно, вкусно. Дальше маслинок немножко. Зеленого масла, петрушки. И крес редиса. Доброе
Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с нами. И наша программа «Утро Якутии» думает всегда о том, как же сделать ваше утро бодрым, радостным и веселым. В начале нашей программы мы уже анонсировали то, что сегодня вас ждет традиционный музыкальный номер на крыше нашего телеканала. Прямо сейчас мы можем видеть, как уже полным ходом идет подготовка музыкантов. Вот, пожалуйста. Уже собираются готовиться. Вот видите, уже в образе наш актер Мирослав Михалев совсем скоро подарит вам замечательную, прекрасную песню и отличное настроение. Ну, а мы двигаемся далее. В нашей постоянной рубрике «Пусть мама придет» мы помогаем детям, оставшимся без попечительства родителей, а также без семей, обрести ту самую веру в будущее родителей и семейное счастье. Ну а опекунам и приемным родителям узнать, что же такое радость материнства и отцовства. Знакомьтесь, Саян. Мальчику 13 лет. Ну, мальчик сразу проявил себя с положительной стороны. Он очень общительный, очень улыбчивый, очень любит близко контактировать с людьми. Он любит обнимашки, он любит ласку. Ему это очень нравится. Где-то в каких-то моментах бывает немного обидчивый, но быстро отходит. И как бы таких вот больших каких-то проявлений, серьезных каких-то агрессий никогда у него нет. Он очень быстро как бы отходит, даже если его сильно обидели. И потом дальше продолжает общаться со своим же обидчиком, еще и поделится с ним вторым ужином, подарит ему какую-то игрушку. То есть добрый мальчишка. Саян увлекается робототехникой. К занятию по лего-конструированию меня привлек Антон Дмитриевич. Мы с ним были на 2 выставках. И вот эти вот 2 модели я создала на 3-ю выставку. Саян очень умный и добрый мальчик. Попав в семью, он полностью раскроется и сможет реализовать свои планы и мечты. Прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель Сергей Михедов и расскажет о последних событиях в стране, в мире и в нашей республике. Доброе утро, Якутия. Сейчас короткий блок новостей. ФАС проводит внеплановые проверки нефтетрейдеров из-за роста биржевых цен на топливо. Мероприятия стали продолжением работы антимонопольной службы по анализу факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты. Об этом говорится в сообщении службы. Основанием стали результаты мониторинга антимонопольной службы биржевых индикаторов цен на нефтепродукты, указывается в сообщении. Более половины врачей рекомендуют своим пациентам пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. Еще больше, 40% специалистов рекомендуют привиться тем, у кого нет противопоказаний к введению препарата, следует из опроса, организованного сервисом дистанционного обучения медработников врачу.ру. Кроме того, результаты исследования показали, что врачи ответственно относятся к вопросу вакцинации. Почти 73% респондентов уже сделали прививку. В России заблокировали почти 1000 сайтов с поддельными ковид-сертификатами. В ведомстве уточнили, что под сайтами понимаются как самостоятельные страницы в интернете, так и страницы в социальных сетях, где это может быть в виде отдельных публикаций, сообществ, специальных аккаунтов. Как сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, многие авторы таких объявлений обещают внести данные о покупателе поддельной справки в базу данных о вакцинированных от коронавируса. Пожаловаться на некачественный товар в Роспотребнадзор можно будет через честный знак. По данным Центра развития перспективных технологий, через мобильное приложение «Честный знак» россияне проверили подлинность уже более 50 миллионов товаров. Покупатели используют приложение для проверки легальности товаров и получения дополнительной информации по кодам маркировки. Кроме того, при помощи сканирования дата-матрикс кодов в нем также можно посмотреть карточку с описанием товара, узнать расшифровку значков.
А в Роскачестве заявили, что почти все солнцезащитные кремы вызывают раздражение. 2 крема из 20 также провалили испытания на общетоксическое действие. Большинство исследованных кремов произведены в России, остальные во Франции, Корее, Белоруссии и Германии. Это как бюджетная продукция стоимостью от 135 рублей, так и образцы премиум-класса за 5500 рублей. Как пояснили в Роскачестве, эти средства в своем составе имеют природные компоненты. Вероятно, они могут вызывать раздражение и аллергические реакции, предположили эксперты. К этому часу это все новости. Удачного дня! А я напоминаю, друзья, что мы работаем в прямом эфире. Номер нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. С самого утра мы предложили вам интерактив. Мы предложили вам сфотографировать своих домашних животных и отправить эти фотографии нам и рассказать про своих питомцев, что они любят, как они любят жить. Прямо сейчас вы можете смотреть на своих экранах, как вот эти вот прекрасные... Я заметила, что кошки у нас лидируют. Большинство отправляют именно своих таких усатых, полосатых и хвостатых подружек. Вот даже у этой фотографии есть подпись: «Наш кот проснулся, покушал и лежит, отдыхает». В общем, все, что нужно для хорошего и отличного настроения. А у жителей города Нерюнгри тоже появилась еще одна прекрасная локация, где они могут отдыхать вместе со своей семьей в выходные дни и даже в будни. Новый сквер открылся в этом прекрасном городе. Наши коллеги уже там побывали. Предлагаю познакомиться и посмотреть следующий сюжет. Еще в марте 2019 года прошло рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды. Вниманию горожан предоставили 3 проекта по благоустройству 3 общественных пространств. Активнее всего голосовали неравнодушные жители квартала Н. Поэтому после подсчета голосов для благоустройства была выбрана именно эта территория. Сегодня новый сквер – это 7251 квадратный метр благоустроенной территории. Решен вопрос по подходам к школе. Появились новые интересные арт-объекты, скамейки, детские площадки. Тогда был просто лес, и тут было как-то не так красиво. Тут посещать стали много детей, и мы тут часто приходим, играем. Мы тут проводим чаще всего около 5-6 часов, потому что тут очень интересно. Но особенно мы любим посидеть тут, поболтать, покушать мороженое, попить там газировки. Каждый день здесь полно людей. Гуляют мамы с детьми, приходят сюда молодежь и люди пожилого возраста. Классно тут гулять, вот много выгуливаю. А живем вот, дом за спиной, Амосова 6-1. Хорошо, что сделали, правильно, для детишек тут раздолье. Вы вечером посмотрите, что тут будет. Тут они высыпят, как горох. Ну, молодцы, сделали для детишек хорошо. И взрослые сидят, отдыхают. Замечательно. Мы вот гуляем постоянно здесь и очень довольны. И спасибо администрации и всем, кто этим занимается, очень хорошо. Мы очень довольны. Главное, чтобы это сохранилось, чтобы это не, я говорю еще раз, повторюсь, чтобы это не ломалось, не портилось, вовремя убирался мусор, все, а так очень все хорошо и замечательно. Такой сквер – настоящий подарок для жителей квартала Н и всего города Нерюнгри. Единственное пожелание – сохранить его в первозданном виде, не изрисовать, не разломать. Ведь все его так ждали. Летает хорошо. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Мы продолжаем вас знакомить с нашей необъятной республикой, с нашей красивой Якутией. Недавно я сама побывала в командировке в Амгинском Улусе и узнала от местных жителей очень много интересных и мистических историй. Друзья, предлагаю одну из них послушать. Харамах-Хаята – сакральная гора высотой около 300 метров рядом с селом Абага, расположенная в 26 километрах от центра Амгинского Улуса на правом берегу реки Амга. Удивительный памятник природы. Место битвы мистических сил, с которой связано много мифов и легенд. На горе Харамах-Хаята высвечиваются лица людей. По поверьям, это дух горы. По древнему преданию, на этом мистическом месте в незапамятные времена произошла астральная битва.
между молодым шаманом и юной прекрасной таганкой, тоже шаманкой. Они очень любили друг друга, не могли жить друг без друга, но старейшины их родов с незапамятных времен разговаривали с собой. И они постановили им сойтись, вот этим молодым людям, в такой битве в астральной, жестокой, что вот эта вот Даганка прекрасная вышла победительницей. Потеряв своего возлюбленного в знак вечной любви, юная удаганка огненными стрелами нерастраченной любви выжгла на камне горы образ любимого. В 60-е годы прошлого века можно было увидеть 3 лица. Сегодня видны только лицо девушки. Иногда девушка улыбается, иногда печалится, а иногда образ исчезает. И хотя прошло немало лет с тех пор, по сей день на этом месте происходят мистические и загадочные ситуации. В Якутии и во всем мире, на мой взгляд, это самое уважаемое место. Приезжающие гости, и мы уважаем и ухаживаем его. И в будущем подрастающее поколение этому учим. Слишком часто не посещаю это место. За лето 1 раз. Приезжаю, сил набираюсь на всю зиму. Сюда приезжают, кормят, просят о здоровье. Говорят, даже те, кто не может ходить из-за болезней, после этого уходят на своих ногах. На резиновой лодке мы переправились на противоположный берег. Отсюда идет еще одна из легенд. А можно даже сказать, вернее будет сказать, что это примета. Сейчас мы начнем свое восхождение наверх этой скалы. При этом нужно держать у себя в голове и проговаривать свое самое заветное желание. И желать его искренне всем сердцем. При этом нужно обязательно дойти до самого верха, до самой верхушки и оставить там что-нибудь памятное. И как говорят очевидцы, желание должно сбыться. Ну вот мы добрались до той самой невероятной вершины. И пока я шла, у меня было время, конечно же, подумать. И первая мысль, которая пришла ко мне в голову, это что уж раз я преодолела такое расстояние, непростой путь, конечно, было очень сложно, но я все-таки дошла до своей цели, добралась до той самой вершины, то это, наверное, такие мысли и такой настрой помогут мне в реализации моего личного желания. Место на Земле впитывает энергетику тех людей, которые оставили свой значительный след. Я думаю, что мы тоже след свой в истории оставим, наши потомки будут нас вспоминать. Главное, чтобы след был добрый и хороший. На историю нашей республики повлияли много приезжие люди, которые как раз-таки эту историю и делали. И вот мы бы хотели вас познакомить с художником из Москвы Игорем Абросовым, героем нашего следующего рассказа. Сегодня мы поговорим о творчестве художника Игоря Абросова. Игорь Абросов родился в 1930 году в Москве в семье врачей. Его мама мечтала стать художником, но посвятила себя медицине. Отец был тоже врачом. Когда Игорь решил стать художником, он учился и своими творческими наставниками считает художников Петрова-Водкина и Дейнеку. Будучи студентом, он был очень активным, был секретарем комсомольской организации, несмотря на то, что он был сыном врага народа, потому что его отца репрессировали. Он устраивал капустники, кукольные театры и прекрасно учился. В картинах Игоря Абросова нашли отражение события большой страны, репрессии 30-х годов, послевоенная, наполненная надеждой жизнь. Он говорил, что Россию всю не обустроишь, но можно помочь одной маленькой деревне. В 60-е годы он, коренной москвич, уехал в деревню, в Абросово, и очень много сделал для своего села. В
восстановил старый дом для художественной школы, построил школу, восстановил часовню. Вот такой это был человек, коренной москвич, который жил в деревне и помогал людям. Сегодня мы познакомимся с его картиной «Голубые горки», которая находится в коллекции Национального художественного музея. Это так называемый суровый стиль. Художники, работавшие в этом направлении, обычно изображали людей труда. Как правило, композиция была немногофигурная. На картине художника Игоря Абросова мы видим две человеческие фигуры – мужчину и женщину. Сюжет простой. Женщина принесла в поле обед мужчине. Они отдыхают. Они отдали земле очень много сил. А завтра, когда они снова примутся за работу, земля им воздаст все сторицей. Художник использует лаконичные цвета – голубой, зеленый. Здесь нет тонких цветовых лессировок. Еще хотелось бы отметить, что фигуры, которые изобразил художник, они изображены таким образом, как будто мы немножко снизу наблюдаем эту композицию. И поэтому фигуры кажутся большими, крупными, монолитными. Художники, работавшие в суровом стиле, обычно выбирали сюжеты – это люди труда. Обратите внимание, что художник изобразил своих героев в центре картины, а вокруг необъятные просторы земли, поля. И земля в картине художника – это тоже один из главных персонажей. Земля, которая дает силы людям работать, пахать. Эти люди простые, их движения уверенные, они спокойны. Они люди-созидатели. Они живут на земле ради того, чтобы цвели сады, колосились поля. Трудиться ради того, чтобы цвели цветы и колосились поля. Действительно, очень красиво, друзья, звучит. А мы завершаем наш эфир. Друзья, хорошей вам пятницы, отличных вам выходных. Мы с вами встретимся в понедельник. Ну и как мы вам обещали, для вас музыкальный номер на крыше нашего телеканала. Мирослав Михалев с песней Майкла Джексона споет вам «Билли Джин» и задаст вам то самое пятничное настроение, которое пробудет у вас все выходные. Я желаю вам отличного настроения. Увидимся в понедельник. My